Ну вот, друзья, я зашел в палатку. Здесь полежать спокойно, где оводов нету. Отдохнуть, как говорится. И покупался несколько раз, попытался даже позагорать. Ну, оводы все эти нападают, кусают. Ну и что, терпимо. Сейчас вот зашел в палаточку, лежу нормально. Порыбачили, в общем, от души. Ну все, ждем вечера. Вечером еще порыбачим. Ну вот, дорогие друзья, вот он, титанат, аккумулятор, которым я пользуюсь уже несколько лет. Отличная штука. Вот, со вчерашнего дня пользуемся. Всего лишь 97%. Володя тут заряжает пауэрбанки и так далее. Я тоже кучу целую всякого. Володя там взлетает, что-то куда-то полетел. Sayın diye, sayın gömüş günleri Dela sürün, deladıyız Sugun atar, geri delar günleri Geri kuru, kanada kayır Sandar, sandar arizahil Kemiskün kehti keme kerasti Alga ünürünü kırsahi Önal ere, hatan ere katini Sabadirahim makar Sebidekten göden kalak süsani Subu ürel günah vurduktar Ağlamağa yayık ihar kadir Sandar, sandar arizahil Gömüskün kehti keme kerasti Alga ünürünü görsahi Блин, капец ты, конечно, тут этот кольцо сделал. Просто, блин. Самое маленькое. Поэтому палочку придется использовать. Отойди. Так оно, по-моему, было сделано, это видео. Нет, этого не делаю. Это твоя работа. Так я не делаю. На всю пульнул? Да. Сделали заброс. 50 метров. Улетело туда. Прям свой профессиональный заброс. Детский не забыл. Хотя мы раньше кидали и на 90. Я разматывал всю леску. На бобину наматывал. Приходилось делать по 90, по 80 метров забросы.
все, вот принцип действия вот такой вот. Начинает дергать, кивок начинает прыгать, колокольчик шуметь. Услышу, увижу. Вот Володина закидушка. Вот так он ее прямо сделал все. Колокольчик. Леска уходит в воду. Ну, будем надеяться, что поймает тоже свою рыбу. Ну, вот такая у нас погода вечером. Такой средний, так скажем. Средний осетрик попался. Вот я сделал буквально заброс, друзья. 5 минут. И у нас на крючке вот такая вот чудесная рыба под названием сибирский осетр. Вот, посмотрите. Вот. Сейчас будем измерять линейкой, если он соответствует. Володя, смотри. Не знаю, будем измерять сейчас. Володя говорит, зачетно. Ну, сейчас измерим. Ну, видно, что ил несет. Ил там. Различные присущие примеси, помеси. Сейчас сделаем заброс еще один. Очередной. Володя здесь очень маленькую петельку сделал. Под пальцы. Я обычно пальцем кидаю. Пальцами, но так как нету, придется кинуть так. Ну вот и все. Сделали второй заброс. Посмотрите, сколько хлама несет по реке. Очень много хлама. Так, ну а я поставил готовиться уху. Сейчас варю. Значит, сегодня вечером у нас пока план непонятен. Может быть, будем рыбачить на закидушке. Так, это как называется? Шанишки? Гренки? Нет. Ну, как бы, просто картошка на сале. Картошка на сале, короче. Ну. Жарим картошку на сале. Здесь у нас, давайте заглянем, что у нас тут. Здесь уха.
картошка. В общем, мы перешли чисто на рыбные блюда. Володя съемку тут делает. Ну да, параллельно надо успевать и то. Конечно. Посмотрите, сколько у нас мусора. Мы тут всего один день, вот столько мусора накопилось. Причем это мы накопили. Завтра будем все это сжигать. Прощаться с этим замечательным местом, которое принес шикарные, потрясающие эмоции. Не прощаемся с этим замечательным местом. И вообще, Скоро заедем. сейчас вода прямо на глазах. Дорогие друзья, остановился походить. Володя пошел набирать воду из ключа. Там бьет такой ключ прям с горы. Сейчас вот вдоль Верхоянских хребтов едем. Осталось отсюда вот до Сангаров примерно 70 километров. Сегодня мы планируем преодолеть 250 километров против течения. Подъехали к рыболовному участку Китчан. Такой вот участок рыболовный. Здесь вот надпись стоит и номер телефона для справок, если что надо, звоните там, узнавайте, или координаты, или это. Вот там бьет ключ. С этого ключа хотим воду сейчас набрать. Здесь, если закинуть спиннинг, тоже попадется что-нибудь все равно, потому что здесь выходит такая классная коса и очень большой бурун, такой водоворот. В принципе, любительская рыбалка здесь не запрещена. Рыболовный участок только для рыбаков на сети распространяется. То есть означает, что этот участок закреплен уже за другим человеком, который может здесь ставить сети. Ну, нам нельзя как бы. Да мы и не сеточники у нас, только спиннинги. Но на спиннинг можно. Но аккуратно, можно подцепить сетку. В общем, пока Володя там воду набирает, давайте быстренько закинем спиннинг. Вода довольно мутная. Че, не клюет? Ай, блядь. Что там? Да, сука, насекомые уже заел. Тобон, ка? Тобон. Ка? Ка. Тобон, иди. Загрызу. Тобон, ка? Идем, поехали. Ка? Идем. Подкинь ее, а то сейчас в воду залезет. Идем, запрыгаем. Давай, поехали. Погнали. Поплыли. Я челбон встану У сюда. нас только одно. Шло одно, да, осталось в живых. Благодаря Володе. Телефон снимаешь? Да. Фу. Попили воды? Да, попили. Холодная? Холодная, прям лед. Градусов 5 всего. 5-6 вот такая прям лед. Хорошая вода. Она прям с этого идет, с горы. Ну, суперски просто. Это вода получается с этого. С вододобывающего завода. Завод. Промышленный завод. Вот, иди на свое место. Сейчас делал, что там. Сейчас поедем, нормально будет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот так у нас начинается наше утро, якутское, очередное летнее якутское утро. Вчера вечером приехали поздно, пока сварили еду, поставили палатку, уже стемнело. Рыбачить уже не было вообще сил. Я вчера весь день рулил, проехал 370 километров. Вот. В общем счете мы из Жиганска 400 с лишним проехали. За время поездки сожгли, получается, раз, два, 60 литров. 60. Так, сейчас минутку, 60. Еще два баллона заправили. Это получается 120 литров сожгли из Жиганска до Сангаров. Вот. Вот сейчас будем продолжать рыбачить. То есть оделись. Днем мало то, что жарко, вот приходится в одежде ходить. Ну, можно и искупаться. Я уже утром искупался. Остановились в таком островке, пляжик такой классный. То есть остров посреди реки, сразу проходит рядом фарватер. Место довольно перспективное для ловли осетровых. Попробуем половить на закидушке. Сейчас пока закину на... Вчера филейку отрезал от курицы. На филейку, пока мы не поймаем что-нибудь. Вот. Лодка идет идеально. Эсмарин. Вот такая вот очень комфортная лодка. Прям понравилась. На такой жаре мы приспустили баллоны, чтобы не грелось. Как вот эти вот. Все баллоны поприспускали. Вот. Что еще добавить? Особую радость доставляют вот эти бортики. Ну и сама лодка легкая, 380. И за счет этого идет хорошо под этим мотором. Ну вот, друзья, вот порвалась. Зацепил я закидушку, порвал. Все-таки не там закидываем, где нужно. Я посмотрел карту, сверил. Здесь просто песок, мелко, и поэтому здесь очень много всяких зацепов намывает. Но мы сейчас пойдем с той стороны, и там уже нормально закинем. Можно у Володи сейчас пока интервью взять. Посмотрите, друзья, какой закат. Прекраснейший просто. Сзади меня плывет сухогруз. Володя где-то вон там рыбачит. Вон лодка стоит с закидушкой. Ну, пока безрезультатно. Ну, здесь, может быть, его и не будет, носатого-то. Мы место все подобрать нормально не можем попасть с местом. Вроде перспективные места смотрим, но оказывается, что нет.
Моисей уже нас встречает. Приехали к нему под берег ставить. Здесь будем лодку оставлять и мотор, и все вещи. Потому что скоро опять на рыбалку с Моисеем. Итак, дорогие друзья, в продолжении ролика мы приехали в салон «Максимум» поблагодарить Вадима Николаевича за предоставление техники. Вот. Иркутск, салон техники «Максимум». Пойдемте. Режим работы. Сузумары всякие. Все, опять начинаешь компромат. Так, что, кому первым? Все равно. А, без разницы. Сахар? Сахар можно? По ложечке. По этому, по одной штучке. Сколько? По одной. Итак, друзья, приехали к Вадиму Николаевичу. После поездки с ребятами заскочили. Огромную благодарность выражаем Вадиму Николаевичу за помощь в организации столь сложнейшей поездки. Вадим Николаевич, какое дело? Да, Вадим Николаевич, огромное вам спасибо. Сами молодцы. Не, без вас мы бы Да. просто, у нас бы все накрылось бы медным тазом. Сами молодцы. Друзья, приходите в Юсуф салон Сухрабов «Максимум». поет мы песни сколько раз. Город Иркутск. Мы вот думаем поставить указатель возле дороги. Ну, как делают там, вот, пекарня там туда, да, вот там автосервис туда, там булочная туда. А мы хотим поставить указатель мужские прокладки. Нет, не мужские прокладки. Для мужчин женские прокладки здесь. Ну, получается, как история в том анекдоте. Ну, как бы мужикам женщины заказывают свои вот эти вот гигиенические штучки, ребята сюда приезжают, тут штучек нету. Ну и единственное, у нас тут джипы не продаются. Как-то так. Экипироваться в шикарный бренд King Hunter. Ну а за зиму мы освоим рыбацкую тему. И будет, думаю, что по типу супермаркета. То есть просто берешь корзинку, ложишь то, что тебе надо. То есть минимум человеческое вмешательство, потому что все равно, ну как бы, конечно, рыбаки любят пообщаться. А, я на эту блеснул там вот такого-то. Да ты не понимаешь, ну все как обычно. Но мы хотим упростить задачу, чтобы, ну понятное дело, что будут специалисты, но и тишина тут может быть. Как-то так. Ну а мы от себя успехов в этом всем Так, сейчас я начинании, в еще этом скажу. нелегком труде. Нет, вы себе желаете. Не, мне приятно, когда ну, есть процветание. Как бы, ну, людей, когда есть процветание, Друзья, то дело наши в том, люди что в городе, кто находится в городе Якутске, сервисный центр Сузуки. У вас потом по Сузуки, да? Сейчас не так давно, По Сузуки, Honda, Тахатсу находится и только здесь, в этом салоне получается. Ну такой хороший сервисный центр. И мы сейчас мотор Моисея, кстати, хотим сдать на сервис. Вот. Итак, дорогие друзья, огромная благодарность Вадиму Николаевичу за предоставление этой техники. Спасибо его команде, спасибо Никите за то, что оперативно привез нам насос. Там просто был небольшой недокомплект. Спасибо за предоставление носового тента именно с этого магазина. Здесь мы также купили и масла для мотора. Здесь также я и купил и фал. Он, кстати, плавающий был. Ну, вот этот олень плавающий. Вот, что очень удобно. Ну и я, если честно, сам недавно узнал, что вот у нас в городе есть вот такой вот крутой салон. Поэтому теперь я буду частенько сюда заходить. И все, что мне, в принципе, все, что нужно рыбакам, все это здесь есть. И даже сети, полотна, куклы, все это здесь есть, оказывается. Так что, друзья, приходите, особенно северные рыбаки. Тебе нужно будет этот... Володе супруга сказала: не отпущу, пока не в Якутию, пока не зайдешь в этот в Уру, да?
Да, Безуру сказала, вообще домой не приезжай. А, понял. То есть не приезжай. Слава рассказал про Уру. Теперь Света-то тоже Славины ролики смотрит. И все сказал, домой не возвращайся, только через компанию Уру. У вас скидка идет, да? Друзья, здесь проходит скидка. Вообще товары компании УРУ, друзья, вы можете посмотреть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Проходите, смотрите, там ребят позагрузили как женские товары, так и мужские рыболовные товары есть. Рекомендую блесна от компании УРУ. Заказывайте.